Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. Сегодня у нас тема разговора «История в настоящем», а именно, как мы относимся к истории и рассказ об одном историческом памятнике города Якутска. Сегодня я в гостях у председателя городского отделения ВАПИК Андрея Высоких. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Вот мы сейчас находимся в офисе городского отделения ВАПИК. И это достаточно интересное здание. Это, на самом деле, эта башня появилась здесь в 2002 году. Это точная копия нашей надвратной башни Якутского острога. Символ города, надвратной башни Якутского острога. И вот тогда было принято такое решение. Мы создали еще общественную организацию, которую я возглавлял по восстановлению этой башни. Было принято, конечно, мощное такое решение, когда собрали плотников из Таты. Был собран весь гидролес, так называемый гидролес, то есть, который идет на столбы. То есть нам нужны будут длинные бревна. Мы делали точную копию по чертежам Аполлонникова. Это на самом деле одно из бревен вот этого Богородицкого храма. То есть была колокольня, покрытая деревянным лемехом, да, и вот оно начало коситься уже там в 18 веке. И потом было решено разобрать его и сделать две вот такие хозяйственные постройки возле храма. Но интересно то, что вот эта внутренняя часть этого бревна, она была ровная. И когда мы с одним бревном работали, то вот у нас такие дырочки. И вот как-то ребята, когда распилили, то увидели это пули от наганов. То есть, если 200 лет назад разобрали колокольню, то вот живой экспонат древней истории. И наконец-то у нас появилась после того, вот именно 7 лет тому назад, появилась возможность все это выставить. Показать нашим горожанам, гостям нашей республики, именно рассказать о нашей башне. Вот дело в том, что, конечно, вот наша башня в 1981 году, она была завершена реставрация этой башни. Это реставрировал ее Александр Викторович Половников. Это известный доктор архитектуры, это реставратор именно деревянного зодчества. Одна из самых у них монументальных работ — это книга, которая называется «Деревянное зодчество Якутии», где Аполлоников изучил не только хозяйственные постройки, но и бытовые, жилые постройки якутов. Откуда этот человек? Он у нас работал в 70-е, 80-е, вплоть до 90-х годов у нас здесь, в нашей Якутии. Он исследовал знаменитые церкви, как Вашиевская Спасская церковь, которая была перенесена в Новосибирский академгородок. То есть это один из больших знаменитых людей, который изучал, собственно, деревянное зодчество в России. И вот благодаря ему, то, что он здесь оставил всю документацию, объектные чертежи по реставрации этой башни, эта башня была воссоздана за очень короткий период. Но уже она была восстановлена на этом месте, на улице Кирова. Как раз в тот период, когда формировался вот так называемый комплекс Старый Якутск. Получилось так, что в 2002 году, когда мы восстановили эту башню, да, в том числе под руководством Василия Николаевича Атласова, и были действительно тут энтузиазм, там круглые сутки работали. А потом 15 лет она оказалась никому не нужной. Вот 7 лет назад мы пришли сюда, так сказать, активом будущего городского отделения ВАПИК, и мы решили, что надо возродить и сделать что-то, чтобы вернуть городу историю. И мы решили, что здесь мы должны сделать выставку. Но назвать это музеем нельзя, потому что мы не музей. Но вот выставку Якутского острога мы сделали. И мы можем этим гордиться. Работу Ивана Васильевича Попова, это тоже репродукция. Это уже с конца 17 века. Когда Якутск, то есть город, да, сам по себе, город — это понятие Кремль, то есть детинец. У нас вот мы находимся в надвратной башне Якутского острога. Что такое надвратная башня Якутского острога? Вот она здесь изображена, это наша башня. То есть над вратами она, понимаешь, над вратами. А почему острога? Потому что здесь идет острая пиновая стена. Вот термин слова «острог» на 17 век — это вот пиновая стена, то есть, да. Поэтому у нас башня Якутского острога называется. А внутри у нас здесь, собственно, сам Кремль. Термины, они тоже были разные. Сейчас мы его называем Кремль, но на 17 веке он назывался городом тогда. То есть
Представляете, вот Кремль назывался городом. И вот у нас был, вот, собственно, свой Кремль, это одно из самых величайших сооружений было вообще на Дальнем Востоке. То есть его эти остатки, на тот момент, то, что даже оставалось в конце 19 века, все ученые, которые приезжали, а мы знаем, что Якутск потом впоследствии стал форпостом, научной базой для изучения Северо-Востока Азии. Вот они всегда отмечали ее уникальность, потому что ничего подобного ни в Центральной России, ни в европейской части ничего подобного уже нету. Потому что вся технология постройки, а на этот момент, именно 17 века, они взяли технологию 12, 10, 9, 8 века, то есть Ивана Калиты. Если вы увидите работы Вознецова знаменитого, вот «Деревянная Москва», вы увидите на этих картинах точно такие же прясла, то есть стены, точно такие же башни, но другой рельеф. И поэтому вообще вот эта башня, вот эта остатки, это крепости Кремля, вот эта вот западная стена, она привлекала всех гостей. Любой это был ссыльный, командировочные, ученые, они всегда отмечали. И мне кажется, это была главной достопримечательностью города Якутска. В 19 веке любой путешественник, имеющий фотоаппарат, стал эти стены, эту башню фотографировать. Поэтому осталось огромное количество фотографий. Интеллигенция в городе Якутске пыталась эти стены и башню нашу надвратную сохранить. И только в период правления Ивана Ивановича Крафта в 1911 году при его усердии наконец-то были выделены федеральные средства. Эти федеральные средства были подписаны самим Николаем II. И поэтому в 1911 году впервые пошла реставрация этой башни. И вот эта башня у нас очень долгое время стояла на площади Дружбы народов. Она стояла, а потом уже так она являлась памятником союзного значения. Теперь называется федерального, союзного значения. Поэтому было решение ее, чтобы ее охранять, перенести ее на территорию Краеведческого музея. На территории Краеведческого музея она тоже неоднократно меняла свое место. И вот последнее место это было в 1981 году, когда Половников закончил свою реставрацию. Вот она у нас постояла до 2002 года. Такой маленький мы сделали коллаж, наверное, правильно его назвать. То есть как она стояла на территории музея Ярославского, слева как она красиво горела, а справа фотографии того, как мы в 2002 году его восстанавливали. Вот чуть правее возьми, это вот было, так сказать, распоряжение администрации города о этой работе. Наверное, даже первая карта города Якутска, вот он наш Якутский остров, вообще назывался Кремлем, потому что вот это первая линия, где стояла наша башня, а внутри были уже крепостные, то есть крепость. Вообще это называлось городом либо Кремлем. Вот улица большая, примерно вот так идет. Вот когда тут сейчас была в позапрошлом году реконструкция проспекта, вот видите, 3 храма. Вот как раз там были тоже погосты, и когда мы скрыли проспект Ленина, там были захоронения, это были захоронения этих погост, то есть этих храмов. И примерно вот ваша башня. Мы сейчас здесь находимся, вот он. Вот наш храм, и вот мы здесь сейчас находимся. То есть город Якутск был такой маленький. Начнем с этого сруба, о котором мы говорим. Это не меньше 300 лет этим бревнам. И вот из таких вот бревен, в принципе, видишь, какого диаметра они, был, в принципе, когда-то собран и вот этот башня Якутского острога. То есть мы это перенесли, люди приходят, смотрят, ощущают, этому лесу 300-400 лет. Вокруг Якутска рос такой лес, потому что, в принципе, местным, кто жил здесь, им не нужны были такие большие бревна. Якутские дома или балаганы строились из тонкомера, который легко было обрабатывать. А вот пришли казаки, они взялись и вот из такого леса строили. И весь остров был построен из такого леса. Что вы держите в руках? Это тоже уникальный экспонат. То есть, мы знаем, что первый остров был основан на правом берегу Лены, 80 километров ниже по линии. А там, где жили люди, всегда были погосты. И вот тот первый погост первого острога, к сожалению, река подмывала его, и вот много лет назад, летом побывав там, мои, так сказать, друзья увидели крест, практически он съехал уже с берега и был у воды. Они просто его подняли, так сказать, невозможно было вести там на лодке, положили наверху, и зимой мы его потом с Андреем Федоровичем и известным нашим актером, продюсером, мы этот крест
вывезли и поставили сюда. Но опять же, вот это настоящий крест из первого. Ну, около 400. Ну, то есть, когда пришли первые люди, основали первый острог. Мы на втором этаже нашей башни, у нас 3 уровня, то есть 3 этажа. Это макет был подготовлен Валерой Бессоновым. К сожалению, он от нас ушел в 2022 году. И вот вместе с сыном он сделал такую реконструкцию Якутского острога, Якутского Кремля. Где мы находимся? Вот это наша надвратная башня Якутского острога. Почему называется именно острога? Да? Потому что, видите, вот эта острая тыновая стена, и это есть этот, квадрат, это называется острог. Внутри у нас был вот свой Кремль, детинец, либо город. Но сами видите, территория занимала просто огромную. Это вы считаете, вот у нас улица нынешняя Кулаковского и улица Петровского. Вот, да, вот объемы нашего острога. Здесь тоже нужно рассказать. Не мы вдвоем, да, не мы троем здесь работаем, а у нас целое общество, у нас достаточно интересные люди, а в нашем обществе люди разных профессий. Наша цель – сохранение исторического наследия. Второй пункт. Содействие органам исполнительной власти в деле сохранения исторического культурного наследия России. Сейчас мы рядом с этим объявлением мы повесим наш QR-код, чтобы людям было проще, так сказать, выходить с нами на связь, ну и вот делать заявки на то, что на посещение этой башни. Но раз мы говорим 300 лет, так давайте хоть что-то сохраним и показывать будем. И не просто, чтобы это стал мертвый памятник. Он должен жить, он должен быть наполнен историей. Как мы говорим всегда, если вы делаете музей, он должен жить, он должен иметь запах, он должен иметь какой-то вот, чтобы людям было интересно заходить, и не просто там ходить по кладбищу, а вот именно какая-то живая история, движение должно быть. В принципе, людям есть интерес, опять же, не просто, так сказать, прийти и посмотреть, а как-то поучаствовать, чтобы какие-то артефакты, может быть, там внести вот в эту башню, потому что доступно для людей, для гостей. Я думаю, что вот то, что сегодня школьники и студентов есть интерес, к нам приходят реально ребятишки, спрашивают, это тоже важно.